Все по-взрослому. Сейчас попробуем рыбу нашу. И жара, и дымок. Целое семейство красноголовики. Но не стал их стрелять. Вообще удача улыбнулась мне. И кончай ночевать. Вставай, пришел. На удовольствие их собирать. Да, сперва пачковый суп закинь туда. Не спеша, не обожгись. Давай. Да там тепло. Тепло, там жарко. О, закинули. Немножко надо. Сейчас вот сюда перекинем. Давай ложку бери, да, сперва суп пачковый там, ложкой покрути, чтобы не липло там все внутри, на дне. Давай, не бойся, что ты там как... Паньца лучше да бош, это чтобы не упало. Не упадет. Не упадет. Вот, все, давай потом консервы ложи. Поменьше, меньше куски бери. Вот, это говно консервы. Я не знаю, что за консервы, но последняя банка наконец-то. Все, больше уже такие консервы брать не будем. Так. Давай, учись. Будешь один в лесу, чтоб знал как, что к чему. Сперва картошку с водой. Дальше уже как закипит, накидаешь туда все, что есть остальное. Что желе. Так. И вот такой наваристый суп получается у нас. Ну так, опять перемешай. Осторожно. Так, потом вот водичку попробуй. Водичку осторожно так попробуй. Соль надо добавить или нет? Ну как? Чуть-чуть надо. Ну, не спеши, потому что бывает, что пачковые супы, они с приправой, они соленые даже. И давай еще. Да, это в принципе уже надо на мангал, наверное, уже ставим, пусть потом варится. Потом по ходу еще проверишь, там соль надо или нет добавить. И вот что у нас тут. Уже целый таз рыбы почистили. И еще, только еще. Ловить-то, конечно, хорошо, но видишь, все это надо чистить. Такие экземпляры. Редко, когда на наших реках такие рыбины попадаются. Но бывает, что попадается. И нам сегодня немножко, можно сказать, повезло! Скорую руку мы по-быстрому рыбу свежевыловленную будем жарить. На этих свежую рыбу мы сейчас зажарим. Все по-взрослому. Так. И вот сюда. И будешь там следить. Мне некогда, в принципе. Будешь переворачивать потом. Понял? Да. Вот так. Вот так вот. Так что тебе занятие я нашел. Вот, постепенно рыба готовится. Скоро уже будем есть. Соленая, вкусная, свежая и необыкновенно завораживающая. Ароматная. Запах на весь сенокос. Вот. Соседи к нам прискочат. Кто там что готовит, будет хорошо. Достаточно большая. Сейчас надо... Ну как там, суп тоже? Проверь, соленого или добавить надо соль там. Сейчас. Сегодня ты шеф-повар. Давай, корми меня. Чуть-чуть вот так. Да, нормально. Нормально, не надо добавлять, да? Нет. Все поворачиваем.
общем, готово будет, позову вас. Ну вот, вроде бы готово. Сейчас попробуем, снимем. Вот она какая, прилипшая. Так, сейчас Тяжелая, к да? столу, да. Вот наш стол, недалеко. Сядем, покушаем. Скоро уже закат, посмотрим. Так. В общем, сейчас разберемся. Посмотрим готовность супа. Можно ли его уже есть. Вот тут картофель и маленькие макарошки в виде звездочек. Сейчас. Угу. Суп готов. Сейчас снимем. Суп сегодня с дымком будет, запах дыма, вон там крутит дым. Ну да. И вообще природный вкус, запах дыма. Мне немножко уже тоже поднадоело, вон, смотри, сколько уже почистил. И икры, там внутренности все. Это отдельно придется пожарить. Вон осталось. Ну там мелочь остается. Сейчас попробуем рыбу нашу. Сперва чешую надо убрать. Ну вот так чуть-чуть. Рыба вкусная. Ну как соль, норма, нет? Чуть-чуть надо было еще. Еще добавить соли. Да, ну так нормально. Вкусно. Так что делайте. Не ленитесь. Никита одобряет. В интернете смотрел такое. Еще не пробовал на костре так жарить рыбу. Нет слов. Действительно, вкус рыбы есть. Не пережаренная, не пересохшая так. Самое то. И вот кожура остается, такой пласт. Мясо отделяется аккуратно так, смотри. Как вкусно. Вот как отделяется. Свежее мясо белой рыбы. В общем, вкусно. Ходите на рыбалку и готовьте рыбу на костре. Самое то. Спец. Стався. Более-менее хоть освободились. Немножко покушаем. О, суп Никиты получается. Смотрим. Посмотрим, на что ты. Наш суп. Наш суп. Ну как? Да, я не попробую. Еще, наверное, тут там. Да. Все нормально. Давай, каску. Я не такого. Почти голодные сегодня. Целый день не евшие. Нормально. Так. Сейчас еще хлеб. Хлеб отдам. Может, яйцо будешь? Не знаю. Если что, вон яйцо. Можешь сам. Сейчас еще шашлык зажарим. И нормальный ужин будет. Бай-бай. И бай-бай. Норму мы свою поймали. Нормальный улов сегодня у нас получился. На охоту не знаю потом. Что-то и
Неохота. Чуть-чуть, наверное, соль надо добавить. Немножко, наверное, добавим соль. Давай, щелкай. Панки. Чуть-чуть. Пересолим, да. Потом. Хочу показать на камеру. Он как в старые добрые времена там, не знаю, видно, нет, но вот эти звездочки. Блин, не видать. Вон. Ну, в общем, блин, сейчас потело. Вкусно. Такой, да, наваристый такой. Вроде уже поужинали, но все равно надо еще шашлык сделать. Хоть сегодня или завтра готовое уже будет все. В общем, мясо на костре будет жариться. Куски крупные. Мне надо здесь ножом, наверное, поработать тут. Куски очень огромные даже. Мне, в принципе, наверное, здесь хватит, да? Да, мне хватит. В общем, так, как-нибудь. Следи. Ну вот, вроде все. Так, еще этот кто-нибудь. Фук там, вот, хорошо. Вон как красиво. Вообще круто. И жара, и дымок. Вообще супер. Интересный туман мы увидели. Как потолок там, наверное, будет. Уходит. Давай, давай, иди дальше. На гору поднимайся, повыше, налево, налево. Налево, стекай. Ой, иди дальше. Дальше, есте. Вперед иди потом. Направо, направо. Убегает. О. Да, сейчас похоже, ну вот как уровень, горизонт там. Вот, да, ты именно вот под туманом. Вон, и я уже почти стою, как вот паутина тут над нами он висит. Видел? Ты доставай, вот, не видишь? Вот на лес смотри, вон туда. Внимательно смотри, видно же он. Со стороны вот на меня смотри, ты, наверное, видишь тоже, я в тумане. Нет, не видишь. А вот отсюда вот ясно видно, как паутина над нами. И уходит от нас, вон, вниз спускается. Да пускай там, ничего с ним не случится. Вот, смотри. Вон как. Но быстро рассеивается, и там дали, вон там. Вон издалека вот отчетливо видно все. Вот обратно оттуда отошли, и смотри, издалека как видно. Вон, полоса такая. А вот туда мы доходим, и он как будто исчезает. Там, ну как, мало их. И вон там еще такая полоса. Вот я смотрю, и все интересно тут. На камеру, конечно, уже не так. Не можем передать, что мы видим здесь. Но красиво все. Ну что там? А? Как шашлык? Корочка уже, да? Это хорошо, если корочка. Он как жир капает. Какой-то желтый, золотистого цвета. Или от приправы, или
Вообще жир такой непонятный. Мясо это у цыпленка, наверное, вроде. Куриное мясо. Грудка. Ну, готовые уже. Готовые для шашлыка. Неудобно. Но приходится так жарить. Жарко? Ну считай, мясо почти готово, вон угли горят. Ну, светятся угли. И уже вот мне видно, какие они румяные. Сейчас уже только вечереет, совсем начинает там с восточной стороны темно, а с запада еще более-менее светло. Солнце уже село, и туман вон такой стоит уже. И мясо тут уже. И мясо тоже готово. Сейчас будем ужинать и отдыхать. На сегодня рыбалка закончилась, день закончился. В общем, такая история. Остальное будем завтра снимать, если получится. Если, конечно, батарейки не сядят раньше времени. Вечер тихий, без ветра, туман. Нигде никто не стреляет. Охотников, видимо, пока нету. Все заняты картошкой. Кто ягоды, грибы собирает, кто картошку копает. Ох, как красиво. Вечер. Закат. Без избушки темно. Наше мясо тоже готово уже. Будем конкретно еще поужинаем и отдыхать будем. Румяные, не знаю на видео, как там, как будто черновато там смотрится. Вообще классно, румяные они. И еще попробуем вообще как. Угу. Не, нормально. Все, будем кушать. И до завтра. Завтра продолжаем. В общем, 6 часов утра. Только что встал. Никита еще отдыхает, спит. Ночь, в принципе, нормально спали. Только чуть-чуть, не чуть-чуть, а даже жарко было в избушке. Сильно перетопил печку. И вот сейчас, как мы видим, видно, на улице такой сильный туман. Сильный туман, чуть-чуть прохладно. И роса очень большая. Значит, дождя не будет сегодня опять. Хочу сходить, посмотреть несколько озер. Утки там есть, нету вообще. Охота открыта. Сентябрь месяц уже. Листья понемножку уже выпадают. Вот такое утро, короче. Схожу, посмотрю. Если будут утки, буду снимать. Если никого не буду видеть, никого не увижу, фотоаппарат не буду включать. Утро прекрасное. Только воздух свежий. Ни души, никто нигде не стреляет. Сейчас одену болотные сапоги. По пояс там роса. Без болотных сапогов. Но не буду уходить никуда. И в общем, все, утро начался. Охота. И сегодня в основном будем собирать грибы. Для соления и красноголовики. Выход есть. Уже второе озеро смотрю. Ни одной утки. Вот такое симпатичное большое озеро. Летом по десяткам штук их видели тут.
Все улетели, короче. Еще остается одно озеро там. Если там никого не увидим, дальше уж точно не пойду. Бесполезно. До перелета на уток, пока и не будет. Вот так тут дошел, я видел еще грибы. Ну, смотри как, сколько их тут. Целое семейство красноголовики. И вот так везде так выход есть, я смотрю. Потому что вчера мы ехали, тоже видели их. И они сейчас не гнилые. Вот это все я, наверное, соберу. Соберу по пути. Можно сдавать, можно себе высушить, там собрать. Ну, в общем, буду брать их. Подхожу уже к третьему озеру. Волны не наблюдаю. Походу тоже тут никого нету. Тишина. Вообще никого нету. Тишина. Бесполезно. Значит, нигде уток нету. Сейчас бесполезно ходить. За речи, там за грибами пойдем. Там еще несколько. Там тоже две маленьких, одно большое озеро, если не полениться, там посмотреть. А тут толка, наверное, тоже нету, ходить уже все. И здесь тропинка уже набита. Не раз уже смотрели охотники. Короче, никого нету. Все, обратно возвращаемся. Короче, возвращаюсь обратно. Уток не видел. Видел несколько штук рябчиков, но не стал их стрелять. Мелкие они еще. Стыдно брать их таких. Не знаю почему так рано открывают охоту на боровую дичь. Не надо так рано открывать. Не раньше 15 сентября открывают с августа месяца. Что там в этой птице есть таким ранним сроком? Ничего, мяса, ни жира. Надо подождать сентября. Хотя бы до 15-го. Пусть крепче будут. Вот такая охота, утренняя зорька получился. Нигде не стреляют. Значит, никого нету, птиц нету пока. Но в сравнении с прошлым годом боровая дичь, наверное, в этом году может быть будет. Потому что нет-нет, да услышишь, рябчик там засвистит или встретишь. Сегодня видел. И вчера ехали, тоже видели. Дорогу прилетела одна. Будем ждать осени. В числах 15-го сходим на боровую. А сейчас пока нет, рано. Вот я грибы уже собрал. Тут красноголовики. Обратно возвращаюсь. По пути еще, если встретим, соберем. Далеко не ходил, там 3 озера посмотрел только. Все уже желтеет. Желтеет, все прекрасно. Все идет своим чередом. Осень. Но таких крепких заморозков пока не было. И листья так постепенно желтеют. Ну вот, и все. Я уже на речке решил спиннинг покидать. Поднимаюсь по течению. Где-то поворот поднимусь и
буду закидывать там спиннингом, рыбачить. И вот на песке я видел следы. Вот так отмечает выдра. И сам куда-то он поднялся вверх по песку. Или может до туда поднимался, обратно спустился. И тут еще отмечает где-то от уровня воды. Вот сейчас какой уровень стоит. Отмечает выше он всегда. И по этой отметке можно определить, что на будущее вода поднимется до этих отметок. Это уже проверенный факт есть. Отмечают на том уровне, до какого уровня вода поднимется. И, наверное, вот начнутся дожди, и вода будет прибывать и дойдет до этих отметок. Это уж точно проверено. В общем, объяснил, не знаю, понятно, нет, но как получилось вообще. Но это следы выдры. Выдры есть. Выдра самый, как сказать, выдра это тот легальный браконьер. Их добывать нельзя, а сам это выдра по десятка килограмм за сутки или несколько килограмм за сутки рыб хариуса он ест. Зачем их размножать, непонятно. Их надо добывать и вообще уничтожать, вообще чтобы не было. Пользы от них никакого нету. Вот и мы еще дальше поднимемся и будем рыбачить, спускаться вниз по течению. Здесь в глубине вот так и сплавляюсь. Такая блесна, как играет. И вот проверяю там в глубине. К сожалению, пока никто не клюет. Тихонько по течению идем. Мальки играют. Жор начался у них. Вот крупной рыбы нету. И толчков ничего нету. И как колебалкой так дергаю. Глубина где-то метра 3, наверное. Тишина, ветра нету. Ветра пока нету и туман. Но не клюет. Вот такой крючок только если будет брать большой крупный окунь или щука. Фига. Тишина. Без наживки там ничего, просто крючок один. Но играет, конечно, хорошо. Он как. Не знаю, видно нет там на камеру. Угу, играет нормально. Как лодочка так. Трык-трык в одну другую сторону. Ну, вообще так и рыбачу. Вообще удача улыбнулась мне. Поймал щуку на вертушку. Блядь. Поцарапал, мне интересно. Короче, вот щука, вот хорошо. Два крючка, на двух крючках сидит. И изо рта еще он, такой малек еще выпал вон. Желудок пустой тоже. Вообще пустой, как и вчерашняя щука. Нехитрая блесна, Мепс, 2 номер. И щурек сантиметров 40, наверное, средних размеров. По нашим меркам это норма. Это норма.
Сам процесс, конечно, не удался заснять без экшн камеры. Но было интересно, так водил леску. Вообще супер. Ну вот, с первым уловом. Утро начался с щуки. В общем, мы возле избушки уже доплыли. Туман рассеивается. Короче, поймали только одну щуку. Больше ничего не попадалось. И вот что я рассказывал, вот щукой была во рту еще вот такая рыбина. Вон, еще исцарапана. Видимо, жор у него. Это второй случай уже, когда во рту рыба и на блесную еще нападает. Был случай еще один. Тоже на мелкой речушке я рыбачил на спиннинг. И там щука тоже попалась, чуть меньше этого. И во рту вот так. Во рту, короче, хвостики. 2 штуки рыбины хвостики торчали вот так. Во рту. И еще мою блесну. Напала на мою блесну и в общем попалась. Это второй случай, когда во рту рыба еще на блесну нападает. Сейчас будем кипятить чай и пойдем, наверное, за грибами. Сегодня грибной день будет. Будем собирать. Никто еще спит, буду его будить и пусть просыпается. Чай попьем и сходим на утреннюю зарядку за грибами. Никита, подъем. Вставай, кончай ночевать. Вставай, пришел. Ну как спалось? Нормально. Нормально? О, бардак у нас какой. Вот вчерашний шашлык еще у нас тут остатки. По 2 куска или 3 куска даже. Много еще осталось. Вчера нажрались супа и этого мяса. Патроны, все здесь у нас. Радио, конечно, у нас не слышно. Что-то не ловит. Избушка тепло. Печка из кирпича, конечно, подольше он греется, но зато тепло держит. Давай, Никитос, просыпайся. Сейчас чай попьем и за грибами пойдем. Грибы будем собирать. Грибной день, грибной день. Грибной день, грибной день. Костер загорается. Сейчас быстро. Быстро чай закипит. Мы уже собираем грибы. Для соления что-то не видать, но вот нашли очередной раз лисички. Их хоть пособираем. Вон, столько их. Выход хороший. Вон. И дальше там все желтые. Оставлять не будем. Сейчас уже как-никак осень. И надо запас делать грибов на зиму. Да, сейчас я поснимаю и тоже пособираю. Вот это все лисички. Вот они, красавцы. Вышли. Уже 3-й раз, наверное, здесь мы собираем их. Вот этот вообще крупный. Угу. Ну, у нас целый день. Целый день впереди. Осторожно только. Не спеша там. Вот. И грязный конец там. Вот. Да я знаю. Отрежешь. На удовольствие их собрать. Червей нету, ничего нету у них. Красивые, упругие. Так собираешь. И потом концы там, корни будем срезать. О, чистые.
Лекарственные, между прочим. Вон, я собрал тут реж и ведро закидываю. Тут тоже попрятались. Здесь вычисти все. Сейчас мы еще складывай ведро. Ну как, попрятались. Ну как дела, как настроение-то вообще? А? Нормуль? Ну вот еще тут. Ну тут уже начинает, он видишь, и уже как-то мягкий становится, но она все равно время уже приходит, начинает гнить. Я так думаю. Еще какой крупный. Смотри, вот этот вообще молодец такой. Такой крупный, красивый, Иван. Сказка. Это мне оставить. Это тебе, да. Это надо сфотографировать его. Супер. Я проскочил, никогда что-то там возле него я и прошел. Вон. Ничего себе такой огромный. Третий сорт надо. Не судьба. Ну давай, режь. Чистый. Давай ведро закинь. Давай, ведро, там топало мы. Конечно, вон там еще красный гриб. Вон. Вот давай еще их возьми. И тут озеро я. На тебе ведро. Я озеро посмотрю. Ягоды есть, от кузяла ягод. Ну, покататься. Вон, смотри. Какой красивый гриб. Одиночка. Я собрал уже. Тоже уже собрал, да. Вон там тоже видно крупный не берем. Нам нужен до 12 сантиметров диаметром. Хотим красноголовок и сегодня, ну, как бы сдать. И получить деньги за эти грибы. Ну вот, уже сколько идем, грибов пока мало. Постепенно попадаются, но не скажу, что много их тут. После дождя, вот сейчас как бы потепление есть, может выход будет. Будем искать. Белых нету? Пока нету. Может по этой дорожке сходить. Брусника вон такая у нас. Тут тоже крупная. Угу. Уже чувствуется вкус брусники. Настоящий вкус уже. Хочется соленых, но что-то их нету. Так. А там что? Белый или что? Тут красный. Этот шляпку, наверное, только возьму и все. Выбирать не приходится на сегодняшний день. Что-то их мало. А там, что интересно, похож на белого или гнилой красный гриб. Шляпка такая коричневая тоже. Ну да, старый красный. Уже 100 лет стоит. И вот еще один. И этот симпатега нормальный. Да. Штяк. Да-да, сейчас локта. На ту сторону пойду. Теряемся.
Дожидается самый ответственный момент. Маховик или что это у тебя? О, наслаждается. Ну вот только выход начинается. Он какой толстые ноги у него. Давай пониже, ноги пониже, пониже режь. Это первый сорт. А, видел? Это, давай ведро. Ты ведро. Да. Пусть не уломается он. Поблизости нету их больше, да? Давай, пошли. Ищи. Может, найдем еще. Красные, в принципе, видны везде. Но они крупные. Нам надо 12 сантиметров максимум. Поганки, красноголовики, море брусники. Все есть. И жарко сегодня, надо было колту снять. Жарко. Может выход еще будет. Ну давай режь, тоже пониже. Ну режь, может третий сорт-то примут. Нормально? Не знаю там. Чистый. Возьмем, да. Пакеты. Давай, пукты. Чаяман. Не назло. Если примут, если нет, так. Вот еще. На красные. Это большой не будем. Блин, так жарко сегодня. Красиво тут, да? Все как будто снегом покрыто. Ягель. Ягель красивый, белый он. Вот еще один. Еще один надо. Ну, интересно, что мы видим. Только уже собрали как-то. Не очень много, но. Так. Для сдачи берем вот столько. Для сдачи допускается нога у гриба. Это черный гриб. И цена единая какая-то у него. У белого это первый, второй, третий сорт. А у красных цена единая. Не, так-то можно собрать. Есть грибы, оказывается. Просто мы уже капризничаем. Мне нравится. Вот еще один. Тоже норма. Тоже возьмем. И вон там. Белых мало. Практически нет. Так, там крупные. Крупные. Что видим, все крупные. Брусника, блин. Это кислые. Сорта тоже разные. Фу. Крупные, да. Крупные. Нормальные. Больше 12 не бери. Максимум 12 сантиметров. Я не вижу отсюда. Да лужицы, а ты что? Большой не надо брать. Вот это 12. Крупный не надо брать.
Просто груз таскаем. Пока шли, видели рябчиков. Штук 5, наверное, было там. Крупные. Как клюква. Ой. Вон сколько их. Много. И вон гриб еще. Увидели. Надо взять. Сажаем. Бесконечные грибы. Везде. Только белых мало. Так красиво, да? 2 штуки сразу. И обе хорошие. Давай режь их. Вот тут Мишка поработал. И, между прочим, свежий. Да. Это в этом месяце. В этом месяце он поработал. Немножко уже как бы, ну где-то в течение месяца, наверное, месяц назад, может, как бы чуть-чуть уже сравнялся после дождя там. Но съелёг, плохой не берешь. Значит, он где-то рядом. Он еще лето недалеко от нас было. Левее там обойти надо еще. Круг такой, не пропустить, сделать уже. Тут мы видим уже охотничьи тропы. Здесь охотник. Смотрю, охотится. Такой самый лов тут. И петля. Петля из лески. 0,7-0,8 диаметра. И такой заборчик тут. И земля. Петлю настораживает вот сюда, короче. И дичь проходит через это отверстие и попадает в петлю. И все, кирдык. Кирдык ему. Не знаю, кто тут охотится. Вон еще одна. Тропа какая-то куда-то ведет. Давай туда сходим. Я здесь уже сколько, очень много, давно уже здесь не бывал. После армии еще здесь бродил. И тропа, главное, ведет. Здесь натоптана. Прилично уже ходили тут. Может, за ягодами куда-то туда бегают. Походу, эта тропинка к речке ведет нас. И даже как-то исчезает. Вот еще параллельно какая-то тропа. Вон. Это от речки куда-то в тайгу уходит. И там уже, наверное, болото начинается. Туда заходить не будем, обратно давай возвращаться. Против солнца сейчас будем идти. Все, здесь уже все посмотрели. Тут больше делать нечего. И здесь ягоды мало. Там уже елки, там начнутся река, болото. Нам не по пути. Возвращаемся. Это, сдавать будем сегодня, наверное. Много грибов, оказывается, не было там. Мы еще поищем. Поискать-то поищем. Я думаю, что такое место сходили, что грибы должны быть, а соленых почти нету. Вон столько собрали с лисичками. Вон главный продукт. Где? Ну-ка осторожно, там нож.
Ое. Вон они. Это гиганты, наверное, уж точно не примут. О, Ну это да. Это в тот угол ложи. положу. Все. Сейчас еще Это возьму. бабло. Это все идет на Вау. бабло. Это первый сорт. Такой красавчик. Да. Сказка. Это просто сказка. На улице лето, вон. Солнце как светит. Жара сегодня. Спотели, пока ходили там. О, туда. Ну так, потихоньку, но собирается все равно. Вот все это все примут у нас. Не знаю, цена какая, интересно, вот сейчас. В прошлый раз мы сдавали, сколько там было? 30? 35. Или Вроде. 35? Вроде 30 или 35. Где-то так. Точно. Наверное, 30, наверное, были. Наверное, не знаю. Ну вот. Даже ящик не наполнили пока. И тут еще для соления и лисички на жарку. Это уже для себя. Лисички сдавать никуда не будем. Лекарства кусать там мы будем. Вон мы опять на рыбалке. И сколько мелочи, но как бы эти верхоплавки начали вот играть вовсю. Там стая, наверное, сотни штук тут. А, съели червя, да? Ну, кто-то есть. Энтерма, не спеши, спокойно. О, вот это окушок первый на сегодняшний день. Нормальный ход. Сейчас будем снимать. Клев сегодня не активный. Активность идет на воде, там эти верхоплавки вон. Всплеск за всплеском. Вчера окунь хорошо брала, а сегодня что-то не хочет. Сидим уже. Но надо искать их. Сразу и не возьмешь. Батарейка уже скоро сядет, и дальше не знаю, заснять что-то удастся, нет. Вот рядом, совсем рядом всплески. Они вот наверху, а их не видно. Я не вижу их. Ну, не скажу, что мутная, она осенняя вода. Как-то более-менее сейчас. А вот летом вот дно такое черное аж было, муть такая. А сейчас, ну сейчас осень, сейчас уже лишняя вода все равно есть. В общем, сидим дальше, рыбачим. Рядом вообще 2 метра от лодки. Всплеск за всплеском. Кормится рыба вон. Если с поплавком, то можно очень много наловить. Там снизу вообще что творится. А, вон. Приблизил, и кругом вон всплески такие. Ты сейчас крукалан не где-то. Далеко закинул, не знаю, зацеп может будет. Ну, надо с поплавком тут. О, видел? Много их. А тут вообще рядом. О, буквально несколько метров. Пускай. Клюет, это хорошо. Давай, лови. Лови, я немножко поснимаю тут. Красота одна. Птицы поют. Рыбы кормятся. Никита ругает, наверное, дальше я тоже буду рыбачить. В общем, Никита, наверное, сматываем удочки. Что-то мне надоело уже все.
Сегодня вообще не клюют. Поймали вот 2 окушка, но симпатичные. Новая ельца. И один на лем еще попался. Вот с таким трофеем сегодня возвращаемся в избушку. Вчера вот почти ведро поймали. А сегодня 4 штуки. Все, хватит. Еще по пути, наверное, грибы пособираем и будем возвращаться домой. Погода отменяется. Облачно становится, наверное, к дождю или я не знаю. В общем, собираемся домой. Сейчас уже поедем домой. Костер потушили. Территория все убрана. Все убрали. Везде чистота, порядок. По пути еще грибы пособираем, наверное. А? Конечно. И путь домой. Не знаю потом, когда получится опять в следующий раз приехать. Сейчас уже путь держим домой. Еще грибы пособираем. Там когда ехали, много их было. Надо посмотреть. Если никто не собрал, там нам еще достанется.